Вы смотрите «Вести Тимана Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. В России вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка. Об этом через несколько секунд, а пока некоторые темы выпуска. Ситуация под контролем. Специалисты управления по делам ГО и ЧС отмечают снижение уровня паводковых вод. Доктор по призванию. Действующий терапевт Сосногорской ЦРБ отметил в этом году свое 75-летие. Кубок Федерации. На минувшей неделе юные хоккеисты на ледовой арене Звездного выявляли сильнейшую команду. 12 мая вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка. Как сообщает издание «Коммерсант», на получение детских пособий теперь не нужна даже временная регистрация. Заявление на пособие можно подать в любом городе, а не только по месту постоянной регистрации родителей. Кроме того, при рождении первого ребенка предоставляется госпомощь в однократном размере, которую выплачивает работодатель. Если его нет, этим займется управление соцзащиты. После рождения второго и последующих детей семья получает материнский капитал от государства. Данная программа рассчитана до 2021 года. Кроме этого, правительство России разрабатывает изменения о единовременных выплатах в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего и последующих детей. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Госдумой. Также со следующего года будет скорректирован критерий назначения пособия для нуждающихся родителей первенца. Более 10 жителей села Устюхта оказались в зоне паводка. В связи с угрозой подтопления домов, расположенных в прибрежных зонах, с 10 мая на территории городского поселения Сосногорск был введен режим «Повышенная готовность». Андрей Калиничев продолжит. В Сосногорском жители Устюхты соединяет автомобильная дорога и подвесной мост. 9 мая пешеходная связь с городом была закрыта в связи с подъемом уровня воды в реке Ухта. Подъем уровня воды в реке обусловлен обильным снеготанием в результате установившейся теплой погоды на территории Республики Коми. 5 мая 2019 года река в районе Сосногорска открылась и начался ледоход. Уже 11 мая вода в Ухте поднялась до уровня 800 сантиметров. В зоне подтопления оказались 7 домов, правда, эвакуация их жильцам не понадобилась. Как рассказывают устюхтинцы, подобные паводки в селе наблюдаются нечасто. Такого наводнения у нас не было с 1992 года. Тогда вода немножко побольше была. Экстренные службы все сработали оперативно. Была проведена разъяснительная работа среди населения. Все были готовы. Поэтому все прошло без происшествий. Как рассказали в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, для обеспечения безопасности местных жителей были предприняты все необходимые меры. Завезены медикаменты, проверена готовность систем электроснабжения, обеспечена бесперебойная телефонная связь, а также подготовлен транспорт. Кроме этого, в местной школе был развернут пункт временного размещения людей. Была проведена и профилактическая работа с жителями Устюхты. На место возможных подтопляемых жилых домов выезжала оперативная группа комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального района Сосногорск. Было проведено информирование населения о возможной эвакуации населения путем подворового обхода жилых домов, подверженных угрозе подтопления, с проведением инструктажа о ходе проведения работ по отселению населения. В настоящее время режим «Повышенная готовность» продолжает действовать, несмотря на то, что уровень воды в реке уже значительно снизился. Как отметили в Управлении по делам ГО и ЧС, в ближайшее время будет восстановлено движение по навесному мосту. Предварительно он будет очищен от скопившегося мусора. Из села Устюхта Андрей Калиничев и Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. О таких людях говорят «доктор от Бога». Им восхищаются и даже посвящают ему стихи. А он лечит, потому что не представляет жизни своей без медицины. Григорий Андреевич Ковуненко в свои 75 не помышляет об отдыхе. Как ему это удается, смотрите в нашем материале. Это просто замечательный человек, отличный специалист. Он и просто у него всегда активная жизненная позиция. То есть он никогда не был в стороне от чего-то, да. То есть во всех мероприятиях, какие у нас проводятся, всегда Григорий Андреевич участвует, он всегда предлагает помощь какую-то. И вот, допустим, он у нас тоже является членом правкома. Он, естественно, отвечает за работу с ветеранами.
Григорий Ковуненко родился на дорогах войны в 1944 году, когда его мать пробиралась к родственникам в Днепропетровскую область. До 11 лет прожил в селе с бабушкой. В послевоенное время и взрослым, и детям было очень тяжело. Я, наверное, еще и 7 лет не было, когда я пошел носить воду женщинам, которые сжали хлеб. И вот это я помню. А какое голодное детство было, это мне трудно передать. То, что я помню себя, когда мы по хате ползали, собирали прошлогодний картофель, полузамерзший, полусгнивший, чтобы бабушка сделала лепешки какие-то, что-то, траву, как мы ели. Конечно, это жуткие вещи. Именно тогда в детстве и определилась дальнейшая судьба будущего врача. Дело в том, что и бабушка, и прабабушка Григория Ковуненко были травницами-повитухами. Причем, как вспоминает доктор, бабушка настоятельно просила отца, чтобы хотя бы один из детей пошел в медицину. Потому что лечить в семье Ковуненко – это дар Божий. Коснулся этот дар и Григория. Первое впечатление, первая картинка – это то, что когда роды принимала бабушка, она там не оглядывалась, потому что там что-то, по-моему, подкравливала роженица. И она не оглядывалась, а я, разинув рот, смотрел тут. Я не знаю, какими глазами, конечно. Женщина кричит, значит, я на всю жизнь запомнил вот этот первый крик. Когда ребенок, я аж перепугался, я-то ничего не понимал, что такое, вдруг какой-то какой-то, его передать трудно. Уехав с отцом в Днепропетровск, Григорий окончил 7-летку, потом медучилище, а затем лечебный факультет мединститута. Получив специальность акушера-гинеколога, устроился работать по профессии, пока волею судьбы не пришлось менять место жительства на республику Коми. Сначала 5 лет в Якше, а в 80-м году переехал в Сосногорск. Потом был Усть-Илыч и снова Сосногорск. Он так прижился в республике, что не смог жить где-то еще. Говорит, что люди здесь другие. Да, вы знаете, я вот все-таки считаю, наверное, на сегодняшний день, да вообще, что Коми для меня, она более ближе, чем Украина даже. Хотя я там родился, но здесь я как-то, пригодился, и не только то, что пригодился, но то, что здесь народ другой, здесь народ проще, как-то отзывчивей. Хотя и там тоже нет, но там почему-то жадность, зависть какая-то, и с каждым годом все дальше и дальше. В этом году Григорий Андреевич отметил 75-летие. Многие в этом возрасте подводят итог жизненного пути, но только не наш герой. 3 года назад он сменил специализацию, став терапевтом. Теперь хочет освоить мастерство невролога. Говорит, что именно учеба и активный образ жизни помогают находиться в прекрасной форме. Тем более, что силы еще есть, и есть люди, которым требуется помощь. Больной, когда приходит и просит, я понимаю, что это больной человек. Даже вот бывают, недавно был разговор у меня с моей коллегой. Она говорит: Григорий Андреевич, ты знаешь, я стала последнее время, ушла на пенсию, я стала в последнее время понимать, как уставать от больных, и что мне они становились очень неприятными, все. У меня этого нет, я значительно старше ее. Нет, у меня совершенно нет. И отношение, то, что я говорю, в любое время. Династия Ковуненко продолжилась в сыне и внуке Григория Андреевича. Он ими очень гордится и рад, что желание лечить и помогать людям он смог передать своим близким. Елена Двожик, Наталья Максимова и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. В минувшую субботу в Сосногорске завершился 2-й тур Кубка Федерации по хоккею. В течение 4 дней 7 команд соревновались за право занять верхнюю строчку турнирной таблицы. Кто стал победителем, узнал Андрей Калиничев. На ледовой арене «Звездного» 9-летние мальчишки. Они представляют 5 республиканских команд, а также Салихард и Ярославль. В начале торжественной части приветствие главы Сосногорского района. И в острой бескомпромиссной борьбе всем участникам Кубка Федерации по хоккею придется проявить свое мастерство, преданность игре и смелость. И я очень рад,
что все вы здесь сегодня собрались. Ведь именно из таких вот спортивных, целеустремленных ребят и вырастают настоящие профессионалы Российской Федерации. После сосногорской команде «Парма-2005» были вручены заслуженные награды за второе место в открытом первенстве Ярославской области по хоккею. По словам президента Республиканской Федерации хоккея, в числе основных задач турнира не только борьба за награды, но и получение опыта. Во-первых, это поднятие уровня в нашем регионе по виду спорта хоккей. Вот. Ну и все равно как бы праздник для детей, это все равно как бы весело, хорошо. Позитив для детей. И больше общаться будут между собой дети. За 4 соревновательных дня прошла 21 игра, и все встречи были контрастные. Так, например, команды из НТ и Ухты оказались достаточно слабыми. За время турнира они смогли забросить на двоих всего 11 шайб. В сравнении с тем, что пропустили в свои ворота, более 150. Сосногорская «Парма» провела 5 встреч, из которых 3 выиграла. Причем одну по буллитам. Тем самым ребята смогли закрепиться на 3-й строчке турнирной таблицы. Второе место взяла команда из Салихарда, а вот возглавил список победителей «Олимп» из Воркуты. По итогам 2 туров Кубка Федерации бронза у Северной Олимпии из Сыктывкара, серебро у Сосногорской «Пармы», золото у команды «Ямал» из Салихарда. Андрей Калиничев, Павел Дурников и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. В завершении выпуска о погоде. Прошедшие выходные отметились аномально теплой погодой в южной половине республики. В начале недели, по прогнозам синоптиков, ожидается спад температуры. Пройдут дожди, местами с грозами. Днем столбик термометра будет в районе плюс 13-18 градусов. Наиболее ощутимо похолодает во второй половине недели, после прохождения холодного атмосферного фронта и распространения на нашу территорию арктического воздуха. В ночные часы ожидается около нуля. Дневная температура не превысит 10 градусов. На сегодня это все. Новая информация уже в следующих выпусках нашей программы. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.